Сколько человек проживает в данной квартире? 4. Двое взрослых, двое детей. А еще пол, возраст, семейное положение. Анкета состоит из более 30 вопросов. Всероссийская перепись населения – мероприятие серьезное. Сам опрос в среднем займет не больше 20 минут. Никаких документов предъявлять не нужно. Данные вводят исключительно со слов респондента. Я был в МФЦ, как раз здесь видел представителя переписной комиссии, инструктора. Почему бы нет? Ведь это легко, удобно. Присел 5 минут, пообщался и ушел. Я считаю, просто вообще участие в переписи это необходимо. Это необходимо для того, чтобы в дальнейшем можно было сформировать необходимую информацию по региону. И эта информация уже в дальнейшем влияет на формирование бюджета, на дотации для региона. Обязанность переписчика – обеспечить конфиденциальность собираемых и обрабатываемых сведений. Качество их работы будут координировать и проверять контролеры, то есть те, кто участвовал в предыдущих переписях. В этом году опрос, кстати, впервые проходит в цифровом формате. Это значительно облегчает работу переписчиков. На данный момент на моем стационарном участке зарегистрировалось 43 лиц, 12 помещений. Каждый человек с удовольствием прошел перепись, ответил на все вопросы. Мы сталкиваемся с трудностями, что люди не хотят проходить перепись населения, но мы все-таки стараемся с ними беседовать, объяснять, что это идет в пользу нашей республики, в пользу каждого человека, каждого гражданина Российской Федерации. Всероссийская перепись населения должна была пройти еще в прошлом году, но из-за пандемии ее перенесли на более поздний срок. Ответы опроса помогут при составлении программ по развитию качества региона. Каждый житель сам сможет выбрать для себя удобный способ голосования. Из дома или на работе с компьютера, даже просто во время прогулки с гаджета. Главное, чтобы был доступ в интернет. Принять участие в переписи населения можно через портал госуслуги. От пользователя потребуется лишь ответить на несколько вопросов, а уже в личном кабинете далее появится специальный QR-код, который нужно уточнить переписчику, чтобы информацию учли. Цель переписи – собрать наиболее полные данные о том, кто и как живет в нашей стране. На сегодня переписались порядка 18% жителей региона. На портале государственных услуг порядка 5000 человек, а вот переписчиками 93 665 человек. Нам нужны только агрегированные, сводные данные по республике. Я и ранее это говорила, что пусть вас не пугает то, что переписчик у вас спрашивает фамилия, имя, отчество. Когда с планшетов уже информация уходит к нам в базу, она полностью обезличивается. Вы можете изъявить свою волю, желание, никто не нарушает ваши права. Почему включены вопросы про жилище? Потому что по всей России это очень актуально. Есть программы аварийного, ветхого жилья. Хотят знать, из какого материала, чтобы какие-то социальные программы сделать. Предварительные итоги всероссийской переписи населения станут известны в апреле 2022 года. До тех пор граждан просят не игнорировать и не закрывать двери своего дома перед волонтерами. Хава Гагиева, Асхат Белакиев, Новости 24.